Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогие отцы, братья и сестры, рады вновь вас приветствовать на видеоканале «Трезвый Батя». С 5 по 7 июня, по благословению священноначалия, я принял участие в поездке делегации горно-алтайской общественности и предпринимателей на торжественное открытие свободной экономической зоны Цагаан-Нур в Монголии. Организатором поездки выступила торгово-промышленная палата Республики Алтай в лице руководителя Андрея Николаевича Архипова и его помощников. Правительство Республики Алтай представлял в поездке советник главы Республики Алтай Василий Юрьевич Терехин. Среди членов делегации были также известные и уважаемые в Республике Алтай люди: заслуженный врач Российской Федерации Игорь Ажерович Еимов, кандидат исторических наук, методист Национальной библиотеки имени Михаила Васильевича Чевалкова Лариса Николаевна Мукаева, депутат Горно-Алтайской городской думы, председатель Горно-Алтайского городского совета ветеранов, журналист и писатель Алексей Сергеевич Ивашкин, общественный деятель и предприниматель из Ангудайского района Галина Михайловна Топтыгина, а также представители различных государственных структур и предпринимателей из Республики Алтай и Алтайского края. В ночь с 4 на 5 июня наша делегация отбыла из Горно-Алтайска в Монголию на микроавтобусе «Мерседес», предоставленном правительством Республики Алтай, и двух внедорожниках «Тойота». Я присоединился к участникам поездки в Шабалино. Прибыв в приграничный райцентр Кошагач около 8 утра, мы посетили офис Сбербанка и сняли с карт наличные российские рубли, так как в Монголии с российских карт наличные снять нельзя. И рассчитаться за товары по российской карте в Монголии невозможно. В приграничной Ташанте колонна нашей делегации оказалась около 9 часов утра. Перед автомобильным пунктом пропуска растянулась огромная очередь из машин в две колонны. Слева легковые, справа грузовики, фуры и бензовозы, желавшие попасть из России в Монголию. Пункт пропуска работает в будние дни с 9 до 18. Это я говорю для тех, кто впоследствии поедет по нашим стопам, кроме выходных и праздников. Поскольку в череде выходных дней не только российские, но и монгольские праздники, уточнять порядок работы Ташантинского пункта пропуска лучше на сайте таможенного управления по дежурному телефону. Для того, чтобы миновать автомобильный пункт пропуска из России в Монголию утром, опытные путешественники приезжают в Ташанту загодя, с вечера, ставят свой транспорт в очередь, а сами ночуют в местной гостинице, в палатках или прямо в машине. Въезд в Монголию из России безвизовый. Это значит, что делать запрос в посольстве и ждать визу не надо. Нужен только действующий российский загранпаспорт. Благодаря предусмотрительности организаторов поездки наша автомобильная колонна прошла российский пограничный и таможенный контроль примерно в течение часа и пересекла российско-монгольскую границу 5 июня в 10 часов утра. Сразу после пересечения границы сим-карты российских сотовых операторов принимать сообщения и звонки перестали. Впоследствии некоторые члены нашей делегации в городе Ульгий в офисе монгольского сотового оператора Unitel приобрели местные сим-карты или использовали Wi-Fi в гостинице, чтобы спокойно общаться с домашними в России, используя звонки через мессенджер WhatsApp. Пройдя паспортный и таможенный контроль, также и на монгольской стороне, наша делегация отправилась прямиком в город Ульгий, административный центр Баян-Ульгийского аймака. Монгольский пейзаж по сторонам дороги от границы до города Ульгий напоминает пасторали сопредельного российского Кошагачского района. На просторе глаз отдыхает одинокие юрты в сухой степи, стада коней, сорлыков, коров
и овец, щиплющих скудную траву, греющиеся на камнях на солнце здоровенные сурки, пастух на мотоцикле. В пункт назначения город Ульги делегация Республики Алтай прибыла в тот же день, 5 июня, примерно в час дня. Город Ульги расположен на высоте в 1700 метров над уровнем моря, в 80 километров от границы с Россией, в 100 километрах от села Ташанта. Монгольская валюта, тугрики, меняются здесь к российскому рублю по курсу 42 к 1. Население города Ульги более 30 тысяч человек, а население Баян-Ульгийского аймака, то есть вот этой региональной единицы, более 100 тысяч человек. Около 90% населения аймака составляют этнические казахи, исповедующие ислам. При въезде в Ульги приезжий видит несколько живописных мечетей. В определенное время из динамиков на минарете раздается призыв на молитву, азан, слышно издалека. Однако люди, патриархально одетые, на улицах встречаются редко. Например, женщины в глухих платках или мужчины с бородой являются скорее исключением. В основном городские жители Ульгия, как и жители России одеваются светски. На улицах города бросается в глаза большое количество молодежи, по виду учащихся школы. Дети и подростки ведут себя уверенно, раскованно, одеты чисто и опрятно. Центр города прилично заасфальтирован. Дома в основном 2-3-этажные, но на центральной площади есть и доминирующий над местностью небоскреб. Это здание отеля и делового центра «Достык», что в переводе с казахского значит «дружба». На улицах города Ульги много автомобилей. В подавляющем большинстве это праворукие машины японского производства. Пошлины на ввоз иностранных машин в Монголии очень низкие, поэтому и машины, и запчасти, и покрышки, и авторемонт стоят здесь дешевле, чем в России. Пальму первенств по популярности в Монголии, как это я отметил для себя, держат японские автомобили Toyota Prius с гибридным мотором. С любого места в городе Ульги можно увидеть одномоментно 5-6 приусов. Подобная любовь к машинам с гибридным двигателем у жителей города Ульги объясняется высокой стоимостью бензина. Литр 92-го стоит в городе Ульги 2700 тугриков. На наши деньги это 64 рубля. А стоимость дизельного топлива может доходить до 4000 тугриков за литр. На наши деньги это почти 100 рублей за литр солярки. После размещения в гостинице и обеда члены нашей делегации отправились в центральную часть города на встречу с бизнесменами Баян-Ульгийского аймака. Вечером после ужина состоялся также ряд встреч членов нашей делегации с представителями общественности города Ульгия, в частности, ветеранских организаций. Целью моей поездки как представителя Горно-Алтайской епархии Русской Православной Церкви и руководителя Шибалинского филиала спортивно-патриотического клуба смешанных единоборств «Император» было изучение возможностей установления контактов с детско-юношескими спортивными клубами аймака Баян-Ульги, спортивными и молодежными функционерами, чтобы, если представится такая возможность, организовать общение юношей из Республики Алтай с зарубежными сверстниками. Молодежные обмены, дружеские встречи, товарищеские матчи, диалоги с носителями иного языка и иной культуры помогают расширить кругозор сельской молодежи, способствуют социальной адаптации подростков, учат уважительно относиться к людям другой национальности. 6 июня во вторник часть нашей делегации отправилась в приграничный Цагаан-Нуур, где состоялась церемония открытия свободной экономической зоны. В мероприятии приняли участие представители бизнес-сообщества Монголии,
Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, Индии и России. 6 и 7 июня с помощью наших монгольских друзей нам также удалось встретиться с некоторыми официальными лицами Баян-Ольгийского аймака, в частности, с представителями администрации аймака, с уважаемым имамом Советханом из Духовного управления мусульман, с руководством местного краеведческого музея, сотрудниками архива, преподавателем и учащимися Центра русского языка «Мир друзей», тренером и спортсменами из детского боксерского клуба, а также директором крупнейшей городской школы номер 5, где учатся 2500 человек. Встречи были посвящены изучению возможностей взаимодействия российской стороны с жителями аймака Баян-Ольги, налаживанию деловых контактов, планированию совместных мероприятий. Так, например, при участии председателя Горно-Алтайского городского совета ветеранов Алексея Сергеевича Ивашкина подписано соглашение между ветеранскими и журналистскими организациями Ховдского, Баян-Ольгийского аймаков и города Горно-Алтайска о создании общества монголо-российской дружбы с тройным названием Найрамдал по-монгольски, Дастык по-казахски, Дружба по-русски, деятельность которого, как предполагается, будет посвящена, кроме прочего, задачам сохранения и изучения русского языка в Монголии. В целом, наши собеседники с монгольской стороны неизменно выражали заинтересованность в совместных проектах, проявляли готовность обсуждать программы культурных и образовательных обменов, туристических поездок, демонстрировали открытость к сотрудничеству с российскими коллегами. На сегодня документом, регламентирующим отношения двух наших соседних регионов, является соглашение между правительством Республики Алтай Российской Федерации и администрацией Ольгийского аймака Монголии о приграничном торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 25 апреля 2001 года. В соглашении подробно прописаны как общие принципы добрососедского взаимодействия, так и детали предполагаемого сотрудничества. Например, предполагается создание торговых приграничных комплексов, открытие представительств юридических лиц, реализация совместных инвестиционных проектов, развитие деловых связей в области науки и образования, сотрудничество в области здравоохранения и социальной сфере, обмены по линии культуры и туризма и многое другое. К сожалению, претворению в жизнь данных замыслов препятствует ряд факторов. Самой главной проблемой является отсутствие и в правительстве Республики Алтай, и в администрации Баян-Ольгия уполномоченных лиц, персонально отвечающих за развитие международных связей с соседним регионом. Отсутствие, собственно, государственной структуры, координационного центра, который имел бы соответствующий штат и государственное финансирование для развития связи между двумя регионами. Из-за отсутствия такой координирующей структуры любое доброе начинание в данной сфере реализуется практически энтузиастами на свой страх и риск. Будь то, скажем, обмен выставками между Национальным музеем Республики Алтай имени Анохина и музеем аймака Баян-Ольги, или поездка детско-юношеских команд на международные соревнования в соседний регион, или даже встреча официальных лиц. Всем этим занимаются почему-то какие-то общественники, НКО, чуть ли не на свои личные средства, зарплаты и пенсии. Из-за неопределенности статуса организаторов на совместных российско-монгольских мероприятиях нередко случаются досадные накладки, несостыковки, оплошности. Так, например, торжественное открытие свободной экономической зоны в селе Цагаан-Нуур, изначально объявленное на утро понедельника, буквально накануне было перенесено монгольской стороной на сутки позже, на вторник, на 11 часов. А когда наша делегация прибыла на мероприятие к указанному времени, во вторник к 11 часам, выяснилось, что мероприятие началось в 9. И уже 2 часа как идет.
Такие несостыковки, отсутствие взаимной координации показывают деградацию российско-монгольских внешнеэкономических связей, произошедшую еще в 90-х годах XX века и до сих пор неисправленную. В ракурсе нового политического направления, разворота на восток, который сейчас совершает наша страна, такое невнимание к взаимоотношениям с нашим ближайшим соседом, нашим историческим союзником, выглядит довольно странно и недальновидно. На всем протяжении пребывания нашей делегации в Аймаке Баян-Ульги мы встречали самое доброжелательное и заинтересованное отношение со стороны коллег по переговорам, и со стороны людей старшего поколения, и со стороны молодежи, и при общении с местными жителями в городе. Неизменно люди старались помочь, например, показывая дорогу к той или иной достопримечательности, иногда даже подвозили. Немало людей говорит или понимают по-английски и по-русски, причем как среди зрелых людей, так и среди молодежи. Как гости города мы осмотрели городские достопримечательности, отведали лучшие блюда знаменитой казахской и монгольской кухни. Бешбармак, плов, бузы или манты, колбасу из конины, называемую козы, пончики, именуемые баурсак, национальный сыр курт, лапшу с овощами и мясом цуйван. Трехдневное пребывание в городе Ульги разрушило мое шаблонное представление о жителях этого региона как о пастухах, живущих в юртах с ограниченным кругозором. Я увидел достаточно современный город, населенный доброжелательным и развитым народом, который хранит традиции предков и уверенно смотрит в будущее. Приятно было общаться с молодежью, современными, разносторонними молодыми людьми, с прекрасным чувством юмора, здравомыслящими и трезвыми. В целом, находясь в городе Ульги, я не чувствовал себя за границей. Менталитет местных жителей, их манера держаться и одеваться, их ценности и отношение к миру, на мой взгляд, очень близки жителям России. Мы не прощаемся, мы говорим «до новых встреч». Жана кезде сүлерге дейін. Удах гуй улзац гая. Привет, меня зовут Азамат. Мне 16 лет. Я здесь живу и учусь в городе Баян-Ульги. Я хочу учиться в Южной Корее и быть бизнесменом, стать бизнесменом. Хорошо. Азамат, скажи, пожалуйста, у тебя есть братья, сестры? У меня есть один младший брат и две младших сестры. Две младших сестры. Ты старший брат в семье, да? Да. Вот. А они кем мечтают стать? Ты говорил с ними об этом? Мой младшая сестра хочет стать врачом. Врачом. А младший брат хочет стать боксером. Боксером? Да. Здорово. Хорошо. Здравствуйте, меня зовут Ирлан, я живу в Монголии, в Баян-Ульги. Я вырос здесь. Then I started to study in abroad, so I learned a little bit Russian, a little bit English, a little bit Turkish, a little bit Korean. So it's kind of like experience, but I'm not good at any of them. I'm just trying to improve. So that's it. And actually about my Russian, I have never studied it as a linguistic, but I have watched a lot of movie. И так научился говорить на русском, но не так уж хорошо. Здравствуйте, меня зовут Наурузбек. Я живу в Баян-Ульги. Я работаю в музее. И я хотел сказать, Пожелать. я хотел пожелать по-русскому зрителям видеоканала Трезвый. Батя. Все хорошего и не пейте. Спасибо.